Русская партия. Недолгая дружба Гумилева с Бородаем была, вероятно, связана не только с увлечением философа пассионарной теорией. Бородай был патриотом-почвенником, как и почти все окружение Гумилева, исключая, пожалуй, Марину Козыреву. А быть почвенником в 80-е годы значило быть изгоем. Жалковский упоминает о репутации шовиниста-этногенетика Гумилева, что набирало силу уже в 70-е годы. Гумилев, правда, оказался счастливым исключением. Несмотря на дурную репутацию, его любили, охотно читали и слушали. Тем более его любили и почитали люди идейно близкие. Гумилев был для многих православных почвенников своим. В 70-е и 80-е годы Гумилев по-прежнему не только исповедовал православие, как ему казалось вполне ортодоксально, но и по мере сил распространял его. Людей, решившихся принять святое крещение, Гумилев привозил в Гатчину к своему духовнику, отцу Василию Бутыло. Когда у Людмилы Стеклянниковой родился сын, Лев Николаевич стал его крестным отцом. Именно Гумилев привел Константина Иванова, получившего вполне советское воспитание, к православию. В 80-е годы Иванов и Гумилев вместе становились на молитву перед иконой в квартире Льва Николаевича. Друзья, по крайней мере Иванов и Стеклянникова, покидая квартиру Гумилева, читали молитву ангелу-хранителю. Вообще, Лев Николаевич был хорошо известен в ленинградской митрополии. Сам митрополит ленинградский и новгородский Антоний поздравлял Гумилева с Пасхой и Рождеством. Его преемник, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн, будет называть Гумилева нашим великим соотечественником и ученым-патриотом. Такой образ жизни и образ мыслей должен был в свое время сблизить Гумилева с так называемой русской партией, неформальной группировкой, существовавшей в советской номенклатуре, и интеллектуальной, прежде всего литературной и художественной элите. В 70-е годы Гумилев познакомился с активистами русского самиздата Осиповым и Мельниковой. Он даже получал самиздатовские журналы русских националистов «Вече», тираж около 60 экземпляров, и «Московский сборник», тираж 20-25 экземпляров. Оба журнала расходились в узком кругу, среди своих. Между прочим, в 8-м номере журнала «Вече» появилась даже апологетическая статья о Льве Гумилеве. Гумилев был знаком с одним из активистов русской партии, Сергеем Симановым, и дружил с Игорем Шафаревичем, талантливым математиком и едва ли не самым ярким тогда мыслителем-националистом. На его знаменитую русофобию Гумилев даже будет ссылаться. Очень хорошее сочинение, очень убедительное. К нему ничего добавить не смогу. Но в начале 80-х годов, после статей Гумилева, отрицавших татаро-монгольское иго, русские националисты уже не считали Гумилева своим, а почвенники Чевелихин и Кузьмин были среди его самых последовательных непримиримых критиков. Сергей Викулов, главный редактор нашего современника, литературного флагмана всей русской партии, отказывался Гумилева печатать. Василий Белов с некоторой осторожностью относился к Балашову, зная, что он исповедует «веру» в кавычках Льва Гумилева. Гумилев, со своей стороны, прошелся по славянофилам и националистам в одном из своих самых первых интервью. Нынешние славянофилы путают хамство и патриотизм, подхалимаш с любовью к родине. Почему-то считается, что надо обязательно ругать другие народы, в них видеть источник бед и опасностей, а не в себе, не в своем народе выдавливать и выкорчевывать рабство. Если верить Айдеру Куркчи, Гумилев будто бы называл этих национально мыслящих недоброжелателей черными полковниками по аналогии с греческой ультраправой хунтой. И все-таки Гумилев, возможно, помимо своей воли, принял участие в одной из акций русской партии. На рубеже 70-х и 80-х началось последнее наступление русской партии на либералов, западников и евреев. В 1979-м наш современник напечатал роман Валентина Пикуля
«Нечистая сила», в журнальном варианте «У последней черты», где было непривычно много сказано о еврейском окружении императрицы Александры Федоровны и Григория Распутина. Роман стал супербестселлером. А тем временем «Москва» и «Комсомольская правда» обличали современное, подразумевалось еврейское искусство. Философ Евсеев опубликовал книгу «Сионизм в системе антикоммунизма». Из станицы Вешенской поддерживал своих соратников престарелый, но все еще грозный Михаил Шолохов. Зигзаг истории. В 1978 году Гумилев получил роскошный заказ на очерк о Хазарии для научно-популярного альманаха «Прометей». Альманах выпускала редакция популярнейшей серии «Жизнь замечательных людей». Он поступал, кажется, во все библиотеки Советского Союза. Тираж достигал 100 тысяч. Впервые Гумилев писал для столь массового издания. Повторять открытие Хазарии Гумилев не стал. Он написал совершенно новое сочинение, более художественное, чем научное. В истории идей оно сопоставимо разве что с протоколами сионских мудрецов. Но протоколы были просто фальшивкой, а гумилевский зигзаг истории соединял историческое исследование с фантазией незаурядного писателя. Зигзаг истории рассказывает о том, как евреи захватили власть в хазарском каганате, кагана обратили в иудаизм, местную тюркскую знать частью истребили, частью выгнали и создали химерное государство, где немногочисленная еврейская община господствовала над многочисленным, но бесправным хазарским населением. Реальная власть теперь принадлежала не кагану, а еврейскому царю, которого называли или тюркским словом «бек» — князь, или арабским словом «малик» — царь. Хазарское простонародье в иудаизм не обращали, потому что иудеям, равно как и персам, зороастрийцам или индусам, надо родиться. Основой хазарской экономики служила международная торговля. Купцы-евреи контролировали не только Великий Шелковый путь из Китая в Западную Европу, но и торговый путь по Волге и Каме в Биармию, в Великую Пермь. К тому же еврейское правительство Хазарии вело успешные завоевательные войны. Побежденные народы – буртасы, аланы, булгары, славянские племена северян и радимичей – вынуждены были платить дань, а некоторым приходилось и хуже – аланов заставили отказаться от христианства, а русам, полянам, жителям побежденного киевского каганата пришлось воевать во имя хазарских интересов с мусульманами на южном берегу Каспийского моря и с византийцами на Черном море. Конец хазарскому игу положил князь Святослав, который разрушил столицу каганата Итиль, древнюю столицу и резиденцию хазарского наместника Семендер и донскую крепость Саркел. Хазарские евреи, уцелевшие в 965 году, рассеялись по окраинам своей бывшей державы. Некоторые из них осели в Дагестане, горские евреи, другие в Крыму, караимы. Потеряв связь с ведущей общиной, эти маленькие этносы превратились в реликты, уживавшиеся с многочисленными соседями. Распад иудео-хазарской химеры принес им, как и хазарам, покой. Как ни странно, гумилевская версия хазарской истории не противоречит фактам. Беда в другом. Фактов очень мало, потому что 300-летняя история хазарского каганата слабо освещена источниками, да и сами источники противоречивы. Даже дата разгрома Хазарии с Святославом точно не установлена. Согласно повести временных лет, Святослав разбил Хазар в 965 году. Арабский географ и путешественник Ибн Хаукаль датирует это событие 358 годом хиджры, что соответствует 969 годам от Рождества Христова. Кому верить? Конечно, Ибн Хаукалю. Повесть временных лет составляли в начале XII века при дворе киевского великого князя,
а Ибн Хаукаль жил в середине X, то есть был современником Святослава. В русской летописи упомянут только разгром Саркела, Белой Вежи, а Ибн Хаукаль писал о разрушении Итиля и Семендера. Наконец, Ибн Хаукаль был профессиональным разведчиком, так что умел сведения добывать и перепроверять, а для монаха Киево-Печерской лавры хазары были уже далекой историей. Тем не менее, большинство историков, в том числе и Гумилев, датируют поход Святослава именно 965 годом. Это только одна из множества исторических проблем, связанных с историей хазарского каганата. Споры вызывает все, от происхождения хазар, это неразрешимая проблема, до границ государства. Гумилев не останавливается там, где смолкает документ, а продолжает, пытаясь восстановить неизвестное по немногим сохранившимся сведениям. Все историки хазарского каганата не могут обойтись без реконструкций, но Гумилев реконструирует больше и смелее, чем другие. К тому же он не бесстрастен, не объективен, а, напротив, крайне заинтересован в совершенно определенном, заданном изначально результате исследования. Разделить в сочинении Гумилева литературу, науку и политику совершенно невозможно. Взгляд Гумилева на историю хазарского каганата не абсолютно оригинален. Многое Лев Николаевич заимствовал у своего учителя, Михаила Илларионовича Артамонова. Лев Гумилев, научный редактор истории хазар, еще в 50-е годы разделял его взгляды. Из письма Льва Гумилева Петру Савицкому 19 декабря 1956 года. Евреи, просочившись из Византии в Итиль, захватили по блату, другого термина не могу подыскать, все видные должности и, опираясь на наемную туркменскую гвардию, установили в Хазарии деспотический режим, жертвой которого оказались простодушные хазары. Но в сочинении Гумилева были и принципиальные отличия от артамоновской истории хазар. Михаил Илларионович не верил, что хазары могли подчинить Киевское княжество, каганат, а для Гумилева это одна из самых главных идей. Хазары или хазарские евреи и в самом деле собирали дань не только с вятичей и северян, но и с полян, то есть с жителей Киева и Киевской округи. Из повести временных лет. И набрели на них хазары, на сидящих в лесах, на горах, и сказали хазары: платите нам дань. Поляне, посовещавшись, дали от дыма по мечу, отнесли их хазары к своему князю и к старейшинам своим и сказали: вот новую дань нашли. Те же спросили у них: откуда? Они ответили им: в лесу на горах над рекою Днепром. Опять спросили те: а что дали? Они же показали меч. И сказали старцы хазарские: не на добро дань это, княже, мы добыли ее оружием, острым только с одной стороны, саблями, а у этих оружие обоюдоострое, мечи. Им суждено собирать дань и с нас, и с иных земель. И сбылось все это, ибо не по своей воле, говорили они, но по Божьей воле. Еще Карамзин справедливо называл этот рассказ басней, сочиненной много позднее, в счастливые времена оружия российского, когда от поверженного хазарского каганата остались только развалины крепостей. Для Гумилева же главным источником о столкновении русов с хазарами послужили не скупые и туманные записи русского летописца, а уже знакомый нам кембриджский документ, сохранившийся отрывок из письма безымянного хазарского еврея к Хаздаю ибн Шапруту, придворному врачу, правителю мусульманской Испании, известному дипломату и покровителю евреев. В этом письме говорится о том, как достопочтенный Песах, хазарский военачальник, разбил русского князя и даже заставил его начать в интересах Хазарии войну против византийского императора Романа Лакапина
неудачные походы князя Игоря на Царьград в 941 и 944. Историк Яков Лурье, последовательный критик Гумилева, в подчинение Руси хазарским евреям не верит, а кембриджский документ считает источником сугубо недостоверным. По словам Лурье, это не письмо хазарского еврея, жившего в середине X века, а сочинение византийского еврейского автора XII или XIII века. Когда Яков Соломонович писал свою статью, он, несомненно, был убежден, что знает источники гораздо лучше Гумилева. Между тем, еще в 1982 году, то есть за 12 лет до статьи Лурье, американский гебраист Норман Голб доказал подлинность кембриджского документа. Более того, теперь известен еще один документ, которого не было в распоряжении Гумилева — письмо еврейской общины Киева о сборе денег для выкупа задолжавшего соплеменника. Письмо составлено на иврите, но на письме есть тюркская руническая надпись «Я прочел это», сделанная, как предполагают, представителем хазарской администрации Киева. Если толкование надписи верно, а на этот счет есть большие сомнения, то подчинение Киева и русской земли хазарскому каганату было даже более унизительным, чем предполагал Гумилев. Истина на стороне Гумилева. Вот только что это нам дает? Хазарская ига не миф, но как долго оно продолжалось? Несколько лет или несколько десятилетий? Насколько тяжким оно было? В Вятиче в 60-е годы X века платили уже не по белке с дыма, а по шелягу с сахи. Много это или мало, мы не знаем. Шеляг — серебряная монета неизвестного достоинства. Само слово «шеляг», искаженное «шиллинг», появилось намного позднее описанных летописцем событий X века. Гумилев расписывает хазарское иго черными красками, а вот археолог Владимир Петрухин, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН, считает, будто хазарское господство пошло славянским племенам на пользу. Эпоха хазарского каганата являлась одновременно и расцветом славянской колонизации леса-степи Восточной Европы, когда славяне доходят до Дона, и их поселения существуют в относительной безопасности. Кочевники не угрожали им до тех пор, пока сильна была власть Кагана. Кстати, таких взглядов на русско-хазарские отношения придерживался еще Ключевский, хотя в его распоряжении не было этих археологических источников. Последние страницы зигзага истории посвящены экскурсу в историю антисистем. Хазарский каганат Гумилев называет не только этнической химерой, что может быть и верно, но и антисистемой. Где он там нашел антисистему, понять трудно. Правда, Гумилев пишет, что евреи принесли в Хазарию маздакизм, учение персидского визиря Маздака, которое Гумилев считает жизнеотрицающим. На мой взгляд, историк не прав, но не будем спорить по мелочам. Только вот сам Гумилев все в том же зигзаге истории утверждает, что евреи-маздакиты, переселившись в Хазарию в VI веке, позабыли не то что маздакизм, а даже основы собственной религии, которую пришлось восстанавливать другим, более интеллигентным евреям, переселившимся в Хазарию уже в VIII столетии. Так откуда же взялась антисистема? Может быть, дело в иудаизме? Если исходить из классификации религий, предложенной самим Гумилевым, то иудаизм – позитивное вероучение, лишенное даже тех элементов жизнеотрицания, что есть в христианстве. Мир для иудеев – творение Божье. Жизнь иудея ориентирована в первую очередь на успех в материальном, посюстороннем мире. Получается, что Гумилев из неприязни к евреям готов вступить в противоречие не только с логикой и смыслом, но и с собственным учением об антисистемах. Более того, в монографии «Древняя Русь и Великая Степь» он напишет: «На души киевских славяно-россов посягали и жрецы Перуна, и латинские прелаты, и греческие монахи.
было не исключено и появление мусульманских мулл. Но представителей антисистем не было и в помине, хотя печальный и алчущий дух, сатана, бродил по опаленным солнцем холмам Лангелока, по пескам Сахары и Аравии, по горным теснинам Ирана и Памира, а на востоке он даже посетил Ордос, назвавшись бесконечным светом. Но ни на Руси, ни в Сибири в X веке он не появлялся. Это была прямая заслуга князя Святослава Игоревича. Понятно, какой именно эпизод из жизни Святослава Игоревича упоминает здесь Лев Николаевич. Гумилев относился к иудаизму с неприязнью. Вспомним, что ветхозаветный Яхве был для него огненным демоном и лучшим другом сатаны, а в своих лекциях Лев Николаевич над священной историей Израиля едва ли не глумился. Некий Авраам с семейством пограбил каких-то сирийских кочевников. Он имел сына Исаака, которого хотел принести в жертву богу Яхве или какому-то своему богу, которому он поклонялся. Трудно сказать точно, там называется Элохим, что есть разные боги. Но ангел его удержал, сказал: «Не надо». В апреле 1981-го редакция вернула очерк автору. Гумилев подал на редакцию в суд и добился выплаты гонорара, но напечатать зигзаг истории ему так и не удалось. Гумилев еще легко отделался, потому что в начале 80-х Юрий Андропов, не терпевший русских националистов, устроил настоящий разгром русской партии. Несколько человек лишились работы, писатель Леонид Бородин сел в тюрьму, других просто припугнули. Только в 1989-м Гумилев включит несколько видоизмененный очерк в книгу «Древняя Русь и Великая Степь», которая вышла тиражом в 50 тысяч. В своем первоначальном виде «Зигзаг истории» появится только в 1993 году в сборнике «Этносфера. История людей и история природы», то есть уже после смерти автора. Ружье все-таки выстрелило, пусть и с опозданием в 10-15 лет. Поскольку Древнюю Русь переиздавали из года в год, гумилевская версия хазарской истории пошла в народ. История о стране, покоренной хитрыми евреями, которые сами не работают, но эксплуатируют и грабят несчастное, забитое, запуганное население, оказалась близка сердцу всякого антисемита. Хазария из предмета академических исследований, интересных только кружку археологов и востоковедов, превратилась в политический вопрос. В 90-е годы на страницах газеты «Завтра» одна за другой выходили статьи о новой Хазарии, России, ограбленной евреями-олигархами, электронной Хазарии, медиаимперии олигарха Владимира Гусинского. Редактор «Завтра» Александр Проханов включил новую Хазарию в свой бестселлер «Господин Гексоген». Хазария стала мифом, который охотно использовали в своих целях даже люди, далекие от русского национализма. Одни как литературную игру. Дмитрий Быков в романе «ЖД». Другие как нечто большее. Герман Садулаев в романе «Таблетка». Впрочем, садулаевская трактовка перекликается с классической прохановской. В книгах Александра Проханова «Новая Хазария» — это Россия, захваченная евреями и превращенная в нечто вроде резервного Израиля на случай гибели еврейского государства в Палестине. Другая версия представляет Хазарию метафизической империей, глобальной Хазарией, антиподом Святой Руси. Связь с Хазарией из сочинения Гумилева здесь просматривается не так явно, тем более что у современного хазарского мифа есть еще один источник – книга английского писателя Артура Кёстлера «13-е колено. Хазарская империя и ее наследие». Идея Кёстлера в следующем. Хазары – тюрки-кочевники, принявшие иудаизм. Именно они, а не настоящие евреи, стали предками всех европейских и российских евреев. По свидетельству Ольги Новиковой, почерпнувшей сведения, вероятно, у самого Гумилева,
Кёстлер в начале 70-х обращался к Гумилеву с предложением о сотрудничестве, но тот отказался и, более того, уже в «Зигзаге истории» подверг книгу Кёстлера уничтожающей критике. Все это не помешало Татьяне Грачевой, политологу и сотруднику Центра военно-стратегических исследований Генштаба Вооруженных сил России, соединить два хазарских мифа, гумилевский и кёстлеровский. Но пересказать читателю содержание ее книги «Святая Русь против Хазарии» я не в силах, слаб мой язык, а цитировать просто не решаюсь. Гумилев и евреи. Репутацию антисемита Гумилев, очевидно, приобрел еще в 30-е годы. Правда, почти все сведения на этот счет нам известно только из одного источника — мемуаров Эммы Герштейн. В конце июня 1934 года Эмма Герштейн приехала в Ленинград. Остановилась она на Васильевском острове в квартире Евгения Эмильевича Мандельштама, брата Осипа Эмильевича. Позвонила от него в дом на Фонтанке. Евгений Эмильевич это слышал. «Вы говорили с сыном Анны Андреевны? Остерегайтесь его, у него могут быть нехорошие знакомства. Вообще, я бы не хотел из моей квартиры». Уже в 1937-м ленинградские родственники, не знавшие о любовной связи Эммы и Льва, сразу насторожились. «Ты бываешь в Шереметьевском дворце? Там живут одни черносотенцы. Мы знаем, у нас есть там кое-какие знакомые. А ты у кого бываешь? У Ахматовой? О, избегай ее сына». Но Эмма не только не прислушалась к советам, а даже принимала Гумилева на квартире своей двоюродной сестры в большом холодном доме на Греческом проспекте. Сестра тоже предостерегала Эмму от черносотенства Левы. За что же молодой Гумилев приобрел репутацию черносотенца? Слухи и подозрения надо подтверждать доказательствами. Репутации часто складываются на пустом месте. В 30-е годы московское окружение Гумилева состояло в основном из евреев. В Москве Гумилев, как мы помним, останавливался или у Ардовых, или у Мандельштамов, или у Герштейн. Эмма несколько лет была верной подругой Льва. С Осипом Эмильевичем Мандельштамом Гумилев дружил несколько месяцев, вплоть до ареста поэта. Правда, наряду с друзьями-евреями у Гумилева появились и евреи-враги. От профессора Бернштама до заведующего спецчастью ЛГУ Шварцера, который написал Гумилеву чудовищную характеристику. Но у Гумилева и русских врагов хватало. Более того, молодой Лев, с таким трудом поступивший в университет, по словам Ахматовой, которые дошли до нас в передаче Герштейн, повторял: «Теперь я понимаю евреев», имея в виду процентную норму для евреев при поступлении в университет в царской России. Но осенью 1935-го, незадолго до своего ареста, Гумилев скажет Эмме: «Прими православие». Точно так же уже в конце 40-х Гумилев будет склонять к перемене веры свою новую подругу Марьяну Гордон, тоже еврейку. В январе 1938 года Гумилев в разговоре с Эммой, между прочим, заметил: «Как глупо делают люди, которые рожают детей от смешанных браков. Через каких-нибудь 8 лет, когда в России будет фашизм, детей от евреев нигде не будут принимать, в общество не будут пускать, как метисов или мулатов». Из текста никак не следует, будто Гумилев считал фашизм для России благом, а расовую сегрегацию — достижением. Напротив, этот мрачный и, к счастью, не оправдавшийся прогноз можно было бы и вовсе не упоминать, если бы он не перекликался с поздним, начало 80-х годов, разговором Гумилева и его знакомого, старшеклассника из Новосибирска, а затем студента филфака МГУ Андрея Рогачевского. Умудренный опытом Лев Николаевич поучал молодого друга: «Никогда не женитесь на еврейке.
В этом нет никакого антисемитизма. Просто до войны сие было не актуально, а теперь принимает все большее значение. Выиграть вы вряд ли что-нибудь выиграете, а проиграть можете все. Опасность эту не надо недооценивать, потому что все они сексапильны и замаскированы. Насчет сексапильности евреек Гумилеву, конечно, виднее. Для нас важнее другое. Связь между высказываниями 25-летнего молодого человека, Гумилев в январе 1938 и 70-летнего доктора наук, Гумилев в начале 80-х. Когда в лагере Гумилев за хулу на Пресвятую Богородицу вызвал на дуэль Сергея Снегова и предложил ему выбрать секундантов, тот предложил Штишевского или Федю Виттенза. На это Гумилев ответил: «Виттенз не подойдет, он еврей». Что это? Пережиток дворянского высокомерия? Почему еврей не годится в секунданта? Чем он хуже немца, русского или поляка? Впрочем, Гумилева военных и первых послевоенных лет в антисемитизме как будто никто и не думал подозревать. Среди его знакомых по-прежнему было немало евреев. Встречались и среди его новых солагерников. Как мы помним, уголовники даже приняли Гумилева за еврея. Впрочем, Льва Николаевича это привело в ярость. Если только этот тип еще раз обзовет меня жидом, я ему яйца оборву. После возвращения из лагеря и вплоть до конца 60-х у Гумилева не переводились, если не друзья-евреи, то, по крайней мере, хорошие знакомые. Историк Ренессанса Матвей Гуковский вместе с Артамоновым покровительствовал Гумилеву в Эрмитаже и даже защищал его монографию «Хунну» от критики востоковедов. Поэт Матвей Грубиян подружески советовал Гумилеву заняться переводами. Историк-русист, сотрудник публичной библиотеки Даниил Альшиц познакомился с ним еще в 1956-м. Они вместе ходили обедать в ресторане «Северный» на Садовой улице, обсуждали вопросы древнерусской истории. От Альшица Гумилев и почерпнул идею датировать слово о полку Игореве XIII веком, хотя сам Гумилев, как мы помним, пошел гораздо дальше. Альшиц присутствовал и на защите Гумилева, где увидел редактора издательства «Восточная литература» Тамару Мельникову, свою будущую жену. Даже много лет спустя Даниил Натанович называл Гумилева человеком высочайшей эрудиции, глубокого тонкого ума и яркой талантливости. Удивлялся, как Гумилев, чья жизнь с самого детства была переполнена и незаслуженными огорчениями, и тяжелыми душевными переживаниями, не говоря уже о многочисленных мучениях в тюрьмах и лагерях, сумел сохранить доброжелательность, улыбчивость и чувство юмора. Вряд ли еврей стал бы писать так о закоренелом антисемите. Иосиф Бродский, не раз встречавшийся с Гумилевым в середине 60-х, тоже не упоминал о его антисемитизме. Правда, уже в 1966 году Ирина Пунина отговаривала Евгению Самойловну Ласкину, сотрудницу журнала «Москва», встречаться с Гумилевым, потому что Лев Николаевич не любит евреев. Но когда Ласкина пересказала этот слух Лидии Корнеевне Чуковской, та усомнилась. Правда это о Леве? Или нарочно распускаемая ложь? Во время пунических войн на стороне Гумилева выступили Надежда Мандельштам, Иосиф Бродский, Эмма Герштейн, Анатолий Найман и даже Михаил Ардов, практически все еврейское окружение Ахматовой, кроме Виктора Ардова. Эмма Герштейн в суде так непреклонно защищала права Гумилева, что кто-то из гумилевского лагеря предложил читать ее фамилию как Фраунштейн, то есть Фрау Камень. Но и в 60-е годы Гумилев еще не разорвал отношений с друзьями-евреями. Напротив, евреи оставались в числе самых близких к нему людей. Эмма Герштейн запомнила характерный эпизод. Это было в тот самый день, когда тело Ахматовой привезли в Ленинград. Гроб выносят и ставят на грузовик. На его высокой платформе уже стоит сын Ахматовой, Лев Николаевич. В это время Надежда Яковлевна Мандельштам,
Примечание автора. Безоглядно бросилась к Леве, и там, на высокой платформе грузовика, они обнялись и плакали. Правда, в 80-е годы Гумилев как будто позабудет о помощи ахматовских друзей-евреев. Напротив, именно евреев он обвинит в своей ссоре с матерью. Достанется даже Эмме Герштейн. Ирину Пунину, своего заклятого врага, Гумилев тоже уличит в связях с мировым еврейством. Все имущество моей матери, как вещи, так и то, что дорого для всего Советского Союза, ее черновики, было захвачено ее соседкой Пуниной, по мужу Рубинштейн, и присвоено ею себе. Роман Альбертович Рубинштейн, человек милейший, особой роли в пунических войнах не сыграл. Судя по воспоминаниям Анатолия Наймана, муж Пуниной был скорее фигурой комической. Но Гумилев принципиально подчеркнул еврейский след в таком важном для него деле. Фразу о Пуниной, по мужу Рубинштейн, Гумилев произнес в 1987 году. Ему исполнилось уже 75 лет. Известно, что с годами одни пороки исчезают, другие же разрастаются, как поганые грибы. Гумилев в 70-х, 80-х вновь обрел дурную репутацию. На сей раз не без оснований. Михаил Давидович Эльзон, даже работая над первым научным изданием стихов Николая Гумилева, не решился обратиться к его сыну именно из-за репутации Льва Николаевича. «Я не рискнул в свое время обратиться к человеку, любимым высказыванием которого, по легенде, было «русскому больному русский врач», свидетельство заведующего редакцией издательства «Наука» Афанасьева. Если верить Людмиле Стеклянниковой, Гумилев даже говаривал, будто у Сталина было одно правильное дело — дело врачей. Встречались у Гумилева и другие высказывания в том же духе, но это самое поразительное. Он был уверен, что евреи всех талантливых русских берут на заметку и не дают им ходу, по этой причине не дают хода и его трудам. Сергею Симанову, известному русскому националисту, Гумилев сказал однажды: «Вы же понимаете, почему меня так поносят евреи?» Разговоры с Рогачевским, Симановым и Стеклянниковой относятся к первой половине 80-х, когда труды Гумилева ругали и не пускали в печать почти исключительно русские: Новосельцев, Плетнева, Брамлей, Козлов, Ковальченко, Рыбаков, Чевелихин, Кузьмин. Причем трое последних были русскими почвенниками, националистами. Евреи-гонители, евреи-критики или остались в прошлом, Бернштам, или появятся в будущем, Лурье, Шнирельман, Янов. Но сама связь между национальностью и приверженностью к теории этногенеза, мягко говоря, сомнительна. В сознании многих русских антисемитов тех лет еврейство соединялось с масонством. Название либеральной газеты перестроечных времен «Московские новости» Гумилев переиначивал в «Масонские новости», а Маргарет Тэтчер считал масоном очень высокого ранга. Андрей Рогачевский записал несколько высказываний Льва Николаевича о зловещей роли масонов в русской истории. Пушкина погубили масоны. Когда он, вступая в их общество, давал клятву, думал, это игрушки. Он писал патриотические вещи. Ему поставили ультиматум: или пиши то, что нам нужно, или мы объявим тебя стукачом. Смерть Пушкина была выгодна только масонам, не царю же и не Бенкендорфу. Я спросил, кому конкретно. В ответ прозвучало: например, Чедаеву. Он был западником, принял католичество. Путь из евреев в масоны, а из масонов в католики изумляет, ведь масоны как раз были врагами католичества, а уравнивать западничество, еврейство и масонство и вовсе нелепо. Быть антисемитом у нас значит быть изгоем, нерукопожатным человеком, поэтому Ирина Мейеровна Прохорова в своих воспоминаниях о Льве Николаевиче решительно возражает всем недоброжелателям.
Нет ничего более чуждого ЛН, чем антисемитизм. Защищая Гумилева, Прохорова перекладывает ответственность на плечи Натальи Викторовны. Не будучи в состоянии подняться до него, она постаралась опустить его до рупора собственных банальных националистических мыслей. Рогачевский вспоминает, как после рассказа Гумилева о походе хазарского полководца Песоха на Киев Наталья Викторовна тут же прокомментировала: «Вот видишь, Лев, эти песохи уже тогда нам вредили». Рогачевский, впрочем, не поддержал идею о вредном влиянии жены, но поведал о другой версии, ходившей тогда в кругах, близких ко Льву Николаевичу. На воззрение Гумилева сатанинское влияние оказал его секретарь, некто К., под которым угадывается ученик Гумилева Константин Иванов. Я не верю в сказки о вредном влиянии, испортившем хорошего человека. Гумилеву в год знакомства с Натальей Викторовной было за 50. С Ивановым он познакомился в 1976 году. Льву Николаевичу было уже за 60. Он всегда оставался человеком волевым, упрямым, убежденным в собственной правоте, и свои идеи Гумилев готов был отстаивать. От Сорбонны включительно до костра исключительно. Эмма Герштейн прямо называла Льва Гумилева антисемитом и приписывала его антисемитизм влиянию бабушки Анны Ивановны Гумилевой. Эмма Григорьевна знала Гумилева лучше, чем кто-либо другой. К ее словам стоит прислушаться. Следствие по делу Николая Гумилева вел чекист Якобсон, а все таганцевское дело курировал Яков Саулович Агранов, Сэренсон, которого сам Дзержинский называл инквизитором. Вот и получается, что русского поэта погубили два еврея. Примечание. Есть версия, будто бы Якобсон — псевдоним, которым почему-то подписывался Яков Агранов, но эта версия очень сомнительна. Следственное дело не роман, к чему тут псевдонимы? Как могла Анна Ивановна относиться к убийцам своего сына? Что она могла сказать своему внуку, который вскоре после гибели отца почувствовал, что значит быть сыном контрреволюционера? Мы, конечно, знаем, что роль евреев, грузин, латышей в революции 1917 года велика, но все-таки это была именно русская революция, и русский народ сыграл в ней роль исключительную, решающую. Среди следователей ЧК, ОГПУ, НКВД встречались русские, поляки, латыши, грузины. Дзержинский, Берзин, Ежов были не лучше и не добрее Агранова, Френкеля или Ягоды. Но легко говорить нам сейчас, легко анализировать спустя 90 лет. А что должна была думать бедная Анна Ивановна? Как нам ее осудить? Гумилева воспитали в благоговении к отцу. Как же он мог относиться к его убийцам? Конечно, он понимал, что преступления нескольких чекистов нельзя распространять на весь народ, но ведь человеком управляет не только рассудок, но и чувства. Пепел класса, пепел сожженного отца стучал в грудь Тиля Улленшпигеля. Пепел расстрелянного отца стучал в груди Льва Гумилева. Поэтому он так легко и так надолго запоминал зло, если оно было сделано ему евреем. И так же легко забывал добро, сделанное другим евреем. Он как будто позабыл самоотверженность Эммы Герштейн, помощь Матвея Гуковского, дружбу с Осипом Мандельштамом, но зато помнил чекиста Аксельрода, который арестовал его в октябре 1935-го, помнил профессора Бернштама, помнил заведующего спецчастью Шварцера, помнил старшего лейтенанта Финкельштейна. К счастью для всех, Гумилев не узнал об одной истории, которая произошла на могиле Ахматовой поздней осенью 1968 года. Мы помним, что Гумилев как раз установил на кладбище в Комарове памятник своей матери. А несколько недель или даже дней спустя в Комарово приехали Бродский и Найман, отправились на Ахматовскую могилу.
из книги Анатолия Наймана «Рассказы о Анне Ахматовой». Мы увидели над ней новый крест, махину, огромный, металлический, той фактуры и того художественного исполнения, которые царили тогда во вкусах, насаждаемых журналом «Юность» и молодежными кафе. К одной из поперечин был привинчен грубый муляж голубки из дешевого блестящего свинца или цинка. Рядом валялся деревянный крест, простой, соразмерный, стоявший на могиле со дня похорон. Это было оскорбительно и невозможно, как ослепляющий глаз пощечина. И мы принялись выдирать новый, чтобы поставить старый. Земля была промерзшая, крест вкопан глубоко, ничего у нас не получилось. Вернувшись в Ленинград, Найман и Бродский рассказали эту историю Жермунскому. Престарелый академик понял, какой беды удалось избежать. Он встал и перекрестился. Какое счастье! 2 еврея вырывают православный крест из могилы. Вы понимаете, что это значит? Перекрестимся и мы вслед за Жермунским. Бог уберег. Страшно представить реакцию Гумилева, страшно подумать, какие последствия имел бы легкомысленный поступок 2 молодых поэтов. Когда стихи Николая Гумилева вышли в большой серии «Библиотека поэта», Эльзон все-таки принес книгу Льву Николаевичу. Дело было, видимо, уже в 1989 году. У Гумилева-младшего как раз вышла новая монография «Древняя Русь и Великая степь». Но Гумилев долго не хотел дарить ее Эльзону, и лишь 19 декабря 1989 сменил гнев на милость и даже подписал дорогому Михаилу Давидовичу Эльзону от автора Лев Гумилев. Однажды они сидели со Львом Николаевичем на кухне. У Гумилева из глаз текли слезы. «Михаил Давидович, я не виноват, что у моего отца и у меня все следователи были евреи, и меня очень больно били. Хотя у Льва Николаевича следователи были по преимуществу русскими, по крайней мере, носили вполне русские фамилии. Вряд ли Андрей Кузьмич Бурдин, Иван Никитич Меркулов или Василий Петрович Штукатуров были хорошо замаскированными иудеями. Фамилия Бархударьян тоже отнюдь не еврейская. Но Льву Гумилеву было довольно исследователей, погубивших его отца. Впрочем, есть и еще одна версия. Почему бы не применить к еврейскому вопросу Гумилева его собственную гипотезу о комплементарности? Быть может, он не случайно так быстро поссорился с Бернштамом, так внезапно попал в опалу у Финкельштейна? Трудно сказать. Ведь к Эмме Герштейн в 30-е годы у него не было неприязни, и с Ардовыми Гумилев тогда дружил. Дружеские отношения с Надеждой Яковлевной Мандельштам, дамой резкой и ядовитой, Гумилев сохранял очень долго. Несмотря на дурную репутацию Гумилева, которая к 1980 году уже прочно сложилась, Надежда Яковлевна приглашала его и Наталью Викторовну в гости. Милые Наташа и Левка. Приехали бы, было бы очень мило. Левка ведь доктор наук и многокнижный человек. Туда на такси за 3, обратно поездом. Письмо Надежда Яковлевна завершала своей обычной в таких случаях фразой «Целую вас обоих». Так что природной юдофобии, то есть отрицательной комплементарности к евреям, у Гумилева все-таки не было. Видимо, росток антисемитизма появился еще в детские годы. Несколько десятилетий он не развивался, но и не погибал, не исчезал никогда. А в последние 25 лет жизни этот росток разросся, созрел, дал плоды, в том числе и плоды творческие. Создается впечатление, будто бы с годами Гумилев относился к евреям все хуже, что сказывалось и на его научных работах. Между тем, сама теория Гумилева позволяет совершенно разрушить антисемитские мифы от кровавого навета до всемирного еврейского заговора. Более того, теория Гумилева непротиворечиво объясняет истоки и причины антисемитизма. Не зря Сергей Симанов, издатель и публицист, летописец русского национального движения,
однажды запальчиво бросил Гумилеву: «Ваш бытовой антисемитизм вполне уживается со служением Сиону». Но отбросим эмоции Гумилева, оставим только железную логику его теории межэтнических контактов. Современные евреи – суперэтнос, то есть система из нескольких относительно близких друг другу этносов – сефарды, ашкенази и так далее. Контакты на суперэтническом уровне всегда болезненны. Вспомним историю варварских царств в Поднебесной, Украину при Хмельницком или Индию времен Аурангзеба, когда могущественное государство великих моголов начало разваливаться из-за взаимной враждебности индусов и мусульман. Из примеров поближе – Югославия и Кавказ. Столкновение суперэтносов, если оно длится десятилетия или столетия, всегда трагично. Но евреи привыкли жить в условиях такого контакта, если не с Навуходоносора, то уж точно со времени иудейских войн. Трагедия продолжалась из столетия в столетие. Постоянная жизнь в агрессивном, враждебном окружении закалила народ, сделала его устойчивым, но эти же свойства способствовали взаимному отторжению евреев и других народов, с которыми вместе им приходилось жить: немцев, французов, поляков, украинцев, русских и даже англичан. Комплементарность евреев с большинством европейских этносов оказалась отрицательной. Правых и виноватых здесь не найти. Отношения между народами не определяются волей отдельных людей, а казнить историю и природу мы не в силах. Нет народов-преступников. И сам Гумилев в своей самой скандальной работе в конце концов возвращается к логике своей теории. Может показаться, что агрессия в интересах купеческой верхушки иудейской общины, произведенная руками харизмийских наемников и воинственных русов, была плодом злой воли хазарских царей Вениамина, Аарона и Иосифа. Но если мы попытаемся осудить за создавшуюся ситуацию иудейскую общину Хазарии, то немедленно встанет вопрос: а чего было ждать? Культуролог Константин Фрумкин с удивлением заметил, что теория Гумилева не позволяет свалить все беды народа, Фрумкин писал о русских, на происки евреев или козни Запада. Если у русских и евреев комплементарность отрицательная, хотя я, например, в этом не уверен, то из теории Гумилева неизбежно следует, что вины еврейского народа в этом нет, как нет и вины народа русского. Этногенезом и межэтническими контактами управляет не воля злодеев, интриганов, манипуляторов, а объективные закономерности, за которыми, возможно, стоят законы природы. Значит, все сказки о всемирном заговоре, все фальшивки вроде протоколов сионских мудрецов на самом деле ничего не стоят. Случай с евреями оказался не каким-то странным, невиданным в мировой истории исключением. Антисемитизм — лишь частный случай отрицательной комплементарности, примеров которой в истории не сосчитать. Однако теория Гумилева оправдывает народы, а не отдельных людей. Неприязнь немца к еврею или еврея к немцу — не преступление, ведь мы не считаем преступлением любовь или антипатию. Но вот если немец убьет еврея или донесет на него в гестапо, то это будет уже преступление, которое нельзя оправдать никакими закономерностями этногенеза. Часть 18. Миролюбивые завоеватели. Русский историк Аполлон Кузьмин много лет начинал свою лекцию о татаро-монгольском иге с того, что доставал из портфеля старый 1980 года журнал «Огонек» и, собрав весь отпущенный ему природой сарказм, зачитывал фразу: «В XIV веке на Руси антиордынские настроения выкристаллизовались в мощное движение, связанное с новым взрывом этногенеза, который возглавил Сергий Радонежский». Слушатели хохотали.
Кузьмин цитировал известную статью Гумилева «Эхо Куликовской битвы». Гумилев писал в «Огоньке» и еще раньше в «Дружбе народов» с точки зрения Клио о вещах поразительных. Не только простой читатель или советский интеллектуал, но и профессиональный историк, должно быть, с изумлением протирал свои очки. Да так ли? Верно ли он прочитал? Оказывается, Александр Невский помог хану Батыю, вождю оккупантов и поработителей, погубителю русской земли, удержаться у власти и взамен потребовал и получил помощь против немцев и германофилов. Впереди читатели ожидали новые, еще более грандиозные открытия Гумилева. Они удивляют и по сей день. Татаро-монгольская ига под его пером превратилась в союз с Ордой или русско-татарский симбиоз. Оккупанты стали защитниками Руси от немецкой и литовской угроз. А Куликовскую битву, как оказалось, выиграли потомки крещенных татар, перешедших на службу к московскому князю. Более того, великий князь Дмитрий Иванович на Куликовом поле сражался с агрессией Запада и союзной с ней Ордой Мамая. Это, мягко говоря, неортодоксальная версия русской истории была изложена Гумилевым ясно, логично, убедительно, с присущим ему литературным блеском. Но чтобы оценить взгляды Гумилева на отношения русских с татарами, монголами, половцами, нам придется перенестись на 10 лет вперед, когда из печати вышли последние и очень популярные книги Гумилева «Древняя Русь и Великая степь», первый тираж 50 тысяч, потом книга переиздавалась каждый год, и «От Руси до России», первый тираж 100 тысяч. Там Гумилев сказал все, что мог, все, что хотел. Прежде всего, степняки, в особенности монголы XII-XIII веков, для Гумилева образец доблести, мужества, честности, благородства. Монголам XII века показалось бы удивительным, что можно отдавать жизнь ради приобретения земель, которых так много, ибо население было редким, или стада овец, потому что их следовало быстро зарезать для угощения соплеменников. Но идти на смертельный риск, чтобы смыть обиду или выручить родственника, это они считали естественным и для себя обязательным. Без твердого принципа взаимовыручки малочисленные скотоводческие племена существовать не могли. Именно благородство монголов, то ли врожденное, то ли привитое Чингисханом, и стало причиной монгольских завоеваний. Вот правитель Хорезма Мухаммед Гази приказал убить монгольских послов, и монголам не оставалось ничего другого, как разгромить его государство, сжечь и разграбить процветающие города Ургенч, Самарканд, Бухару, Балх, Мерв. Дальнейшее завоевание Ближнего Востока, покорение Ирана, Закавказья, Сирии, уничтожение багдадского халифата были вызваны всего лишь необходимостью закрепиться на каком-то рубеже. Этот процесс занял 40 лет. Какой-то рубеж искали на пространстве от Амударьи до Иерусалима. Таких миролюбивых завоевателей еще не знала история. В очерке «Черная легенда» Гумилев уточнил задачу монголов. Они, оказывается, должны были отогнать врагов от своих установившихся границ, чтобы в случае продолжения войны с Китаем не получить удар в спину. Широка же была монгольская спина. Читатель, не поленись, возьми карту и посмотри, где находится Багдад, где Палестина, а где Китай. Взятие Багдада войсками Хулагу в 1258 году стало одной из крупнейших катастроф в истории культуры, сопоставимой с разрушением Рима вандалами. А уничтожение Багдадского дома мудрости, Исламской академии, основанной халифом Ал-Мамуном, можно сравнить разве что с гибелью Александрийской библиотеки. Погибли бесценные рукописи, плоды золотого века арабской литературы, науки, философии. Волны Тигра почернели от смытых чернил. Были разрушены дворцы и мечети, больницы и библиотеки.
Гибель же десятков тысяч жителей страшно и представить. Дорого же обошлось человечеству стремление монголов закрепиться на каком-то рубеже. Как убивают гостей? Согласно Гумилеву, монголы завоевали большую часть Евразии просто потому, что должны были как-то отомстить за своих послов, убитых злыми русскими, хорезмийцами, европейцами. Вдумаемся, жизнь монгольских послов, исполнявших помимо дипломатических и шпионские обязанности, была, по мнению Гумилева, намного ценнее, чем жизни сотен тысяч жителей богатых, культурных, процветающих стран. Вот и в битве на Калке и в разорении татарами русской земли Гумилев обвиняет в первую очередь русских князей, которые в 1223 году приказали убить монгольских послов. Гумилев недоумевает, почему историки до Георгия Вернадского не обращали на это внимания. А ведь это подлое преступление, гостеубийство, предательство доверившегося. Гумилев искренне возмущается вероломством русских и превозносит нравственность монголов. Предателей и гостеубийц уничтожали беспощадно вместе с родственниками, ибо, считали они, склонность к предательству – наследственный признак. Города, в которых были убиты парламентеры, монголы называли злыми городами и громили их, считая, что это справедливо. Здесь Лев Николаевич противоречит самому себе. В книге «Древняя Русь и Великая степь» он списывает причину завоевательных войн на конфликт культур. Китайцы, русские, хорезмийцы, венгры не понимали, что послов убивать нельзя, а монголы мстили невеждам. Из-за убийства послов погибла империя Сун и была разорена Венгрия. Католические и мусульманские авторы приписывали эти разрушения особой кровожадности монголов, умалчивая о причинах этих войн. Но в этой же книге Гумилев утверждает, будто русские понимали и одобряли действия монгольских мстителей. Так были разрушены Балх и Козельск, причем последнему никто не оказал помощи, хотя рядом были Смоленск, Киев и Чернигов, а Владимирский князь Ярослав ходил с войском на Литву. Видимо, они знали, из-за чего гибнет Козельск, и отнюдь ему не сочувствовали. Кстати, жители Козельска монгольских «парламентеров» в кавычках не убивали, поэтому Гумилев делает оговорку: Козельск пострадал как город, относившийся к Черниговскому княжеству, а черниговский князь Мстислав участвовал в убийстве монгольских послов перед сражением на Калке. Получается, что убийство посла — повод для геноцида. Если верить Гумилеву, монголы были просто уникальным в истории человечества народом. Они никогда не лгали и оттого были слишком доверчивы, легко поддавались на чужие хитрости, ведь они и вообразить не могли, что такое обман. Вот и в XIV веке хан Тохтамыш, наивный и честный сибиряк, поверит гнусному доносу суздальских князей и пойдет войной на великого князя Дмитрия Ивановича, которому был обязан победой над своим соперником Мамаем. Вообще-то история похода Тохтамыша на Москву всегда считалась образцом вероломства. За 140 лет до похода Тохтамыша о коварстве монголов писал Джованни дель Плано Карпини, посол Папы Римского, который побывал в середине XIII века при дворе великого хана. Они гораздо более лживы, чем другие люди, и в них не обретается никакой почти правды. Вначале, правда, они льстивы, а под конец жалят, как скорпион. Они коварны и обманщики, и, если могут, обходят всех хитростью. А не лжет ли папский легат? А зачем же ему лгать? Монголы оставили по себе такую память в Польше, Богемии, Венгрии, Хорватии, что трудиться над созданием образа врага не было никакой необходимости. К тому же Плано Карпини пишет не только о дурных, но и о хороших качествах монголов,
их взаимовыручке, выносливости, о целомудрии женщин, о дружбе мужчин. Кроме того, сам Лев Николаевич охотно ссылался на сочинение плана Карпини, следовательно, вполне доверял свидетельству папского легата. Только вот его характеристику нравственного облика монголов ни разу не вспомнил. Не вспомнил Гумилев и повесть о разорении Рязани Батыем, где говорится как раз об убийстве послов, только не татарских, а русских. Князь Рязанский Юрий Федорович сам отправился с послами в лагерь Батыя на реку Воронеж и просил того не ходить войной на Рязанскую землю. Батый выдвинул встречное условие, потребовал жену князя. «Дай мне, княже, изведать красоту жены твоей». Когда князь с негодованием отказался от такого лестного предложения, Батый приказал убить князя и его спутников. Может быть, Гумилев не доверял источнику, ведь повесть о разорении Рязани Батыем — произведение художественное. Доверял, ведь он эту повесть цитировал, опирался на нее, например, в своей книге «От Руси до России». Как вполне доверял и плану Карпини, который рассказал о том, как Туракина, мать хана Гуюка, отравила великого князя Ярослава Всеволодовича. Если трактовать это преступление так, как Гумилев трактует убийство монгольских послов, то окажется, что перед нами то же самое предательство доверившегося. Значит, и монголы были достойны повального геноцида, если бы русские витязи каким-то чудом могли добраться до берегов Толы и Керулена. Оказывается, нет, ведь и в этом убийстве виноваты не монголы, а русские. Доверчивая, импульсивная, в кавычках, Туракина, простодушная сибирячка, поверила доносу русского мерзавца и, самое главное, агента Леонского собора, то есть католического шпиона боярина Федора Яруновича. На самом деле ни в одном источнике ничего не говорится о связях Федора Яруновича с католиками. Это лишь домысел, фантазия. Великий кавалерийский рейд. Вообще, русским в сочинениях Гумилева крепко достается. Они не только вероломно убивают беззащитных монгольских парламентеров, но даже имеют наглость сопротивляться доблестным монгольским войскам. Известно, что ни рязанские князья, ни великий князь Владимирский Юрий Всеволодович не участвовали в битве на Калке, а значит, не были причастны и к убийству послов. Но именно на Рязанскую и Владимиро-Суздальскую землю пришелся первый, самый страшный удар Батыя и Субудай-Богатура. В чем была их вина? В том, что не сдались монголам. Вместо того, чтобы дать монголам все необходимое, от продовольствия и фуража до жен и девиц, русские посмели оказать сопротивление, а всем, кто воевал с монголами, Гумилев, мягко говоря, не сочувствовал. Зато Гумилев с симпатией писал о предателях и трусах, предпочитавших откупиться от монголов и обеспечить их свежими конями и продовольствием. Жители богатого торгового Углича, например, довольно быстро нашли общий язык с монголами. Также поступили и жители Болоховской земли на Верхнем Южном Буге. Оказалось, что ссориться с татарами вовсе не обязательно. Гумилеву и в голову бы не пришло хвалить русских без боя сдавшихся, скажем, немцам, шведам или полякам. Солдат и сын солдата, он восхищался воинской доблестью даже нелюбимых им евреев. Но как только дело касалось войн с половцами, монголами, татарами, все менялось. В чем виноваты жители Торжка, поголовно вырезанные монголами? В том, что не сдались вовремя. Кто виноват в разгроме Владимира, Киева, Рязани? Князья, которые не смогли ни договориться с монголами, ни организовать крепкую оборону. Ну, допустим. А сами монголы неужели вовсе ответственности не несут? Скажете, время такое было, все были жестоки. Гумилев охотно вспоминает о жестокости противников монголов. Новгородцы изрубили суздальцев в битве при Липице.
Наемники Хорезм-Шаха Мухаммеда разграбили Самарканд. Войска его сына Джалаль-ад-Дина, злейшего врага монголов, еще до прихода последних разорили Грузию. Немцы насаждали католичество огнем и мечом. Все так. Жестокость монголов соответствовала жестокости их врагов, но нравы монголов ужасали даже привычных ко всему современников. Они обычно берут иногда жир людей, которых убивают, и выливают его в растопленном виде на дома, и везде, где огонь попадает на этот жир, он горит, так сказать, неугасимо, писал Плано Карпини. Георгий Владимирович Вернадский, русский историк, в молодости евразиец, писал о жестокостях монголов по возможности сдержанно, однако и он признавал, даже если число мужчин, женщин и детей, убитых на пути их вторжения, преувеличено хронистами, общее число жертв монгольских войн могло достигать нескольких миллионов. Счет потерь шокирует. Ни одна территория и период истории не знали подобной концентрации массовых убийств. Бегло, не заметив противника, прошла монгольская 30-тысячная рать через нашу русскую землю, преследуя уходящих половцев, а затем через Польшу, Венгрию, Болгарию и вернулась домой, писал Гумилев в 1989 году. Он представил нашествие Батыя большим набегом или великим кавалерийским рейдом, который будто бы особого вреда русской земли принести не мог. Ведь зимой 1238-го монголы взяли и сожгли всего-то 14 деревянных городов. Но откуда вообще появилась цифра 14 городов? Выдумал ее Гумилев? Нет, не выдумал, хотя и ссылку, где положено, не дал. А цифра эта взята из лаврентьевской летописи, где сказано, что 14 городов татары в един февраль месяц взяша. Только за один месяц. А всего за военную кампанию, которая началась в ноябре 1237-го, а окончилась к лету 1238-го, более 40 городов. Среди них стольный Владимир, Старая Рязань, Суздаль, Переславль-Залесский, Волок-Ламский, Кашин, Тверь, Ржев, Дорогобуж, Вязьма, Стародуб на Клязьме, Боголюбов, Торжок, Коломна, Москва. Даже до северной далекой Вологды дошли татаро-монгольские отряды. Древний Муром и богатый торговый Нижний Новгород монголы разорили позднее, уже в 1239 году. В том же году дошла очередь и до богатой Черниговской земли. В 1240 году до Киева, одного из самых больших, самых богатых и культурных городов тогдашней Европы. Гумилев лишь мельком упоминает о взятии Киева. Летописец писал подробнее и ярче. «Взяша Киев татары и Святую Софию разграбили, и монастыри все, и взяли иконы и кресты и узорочи церковное, а людей от мала до велика всех убили мечом». 5 лет спустя в бывшем стольном граде русской земли побывал известный нам Плано Карпини. Он оставил нам достоверное описание Киевщины. Когда мы ехали через их землю, мы находили бесчисленные головы и кости мертвых людей, лежавших на поле, ибо этот город был весьма большой и очень многолюдный, а теперь он сведен почти ни на что. Едва существует там 200 домов, а людей там держат они в самом тяжелом рабстве. Память. Отношения между русскими землями и Золотой Ордой, сначала западным форпостом Монгольской империи, а затем и самостоятельным степным государством, созданным потомками Джучи, старшего сына Чингисхана, обычно называют татаро-монгольским игом, а Гумилев называл эти отношения русско-татарским то симбиозом, то союзом. Суть этого симбиоза напомним в следующем.
Татары вовсе не собирались устанавливать свою власть над Русью, потому что у них было слишком мало сил. Но Руси угрожало наступление агрессивных европейских государств — Швеции, Дании, Ливонского ордена, и мудрый Александр Невский заключил союз с ханом Батыем, побратался с его сыном Сартаком, заставил корыстных и недальновидных русичей выплачивать татарам дань, а взамен татары стали защищать русскую землю от немцев, шведов, литовцев. Так, благодаря симбиозу с татарами, сохранилась и со временем расцвела самобытная русская культура, укрепилась православная церковь. В общем, русские платили татарам не дань, а за свою безопасность, а татары свои деньги честно отработали, да и платили им русские не так много. Не мудрено, что все разумные русичи должны были радоваться такому союзу с Ордой. Воевать же с татарами могли только люди бездарные, глупые, недальновидные, да просто пьяные. Новгородский князь Василий Александрович, поддержавший антимонгольские выступления горожан, по словам Гумилева, был дурак и пьяница, хотя ни об умственных способностях князя, ни о пристрастии к алкоголю историкам ничего не известно. Новгородским смутьянам по приказу Александра Невского выкалывали глаза. Гумилев интерпретировал мотивы князя следующим образом: глаза человеку все равно не нужны, если он не видит, что вокруг делается. Суздальцы, которых в 1377 году разбил на реке Пьене ордынский царевич Араб-Шах, все были пьяны. Москвичи, оказавшие в 1382 году войскам хана Тохтамыша сопротивление, по словам Гумилева, хотели только выпить и погулять, а когда был выпит весь запас спиртного, решили, наконец, договориться с татарами, то есть протрезвели. На самом деле о пьянстве москвичей в 1382 говорится только в Новгородско-Софийском летописном своде. Его составители оправдывали митрополита Киприана, который бросил свою паству на произвол судьбы и бежал из Москвы перед нашествием татар. В других источниках ничего подобного нет. Гумилев, так любивший покритиковать летописцев, здесь почему-то без критики принимает одну единственную, видимо, близкую ему точку зрения. Столь «свежий» в кавычках взгляд на историю России возмутил историков. Первые дискуссии о татаро-монгольском иге начались еще в конце 70-х, начале 80-х. Но самым ярким и талантливым критиком Гумилева оказался не профессиональный историк вроде Кузьмина, Лурье или Толочка, а русский писатель Владимир Алексеевич Чевелихин, автор книги, которая навеки останется в истории русской культуры. Речь о романе-эссе «Память». Примечание. Сибиряк, сын железнодорожного кондуктора, еще в детстве лишился отца, жил в бедности, с 13 лет работал слесарем, окончил техникум на станции «Тайга». Он сумел поступить в престижный, почти недоступный Московский университет. В 1954-м талантливый очеркист и начинающий писатель получил место в «Комсомольской правде». Вероятно, помогли связи его двоюродного брата Анатолия Чевелихина, который был в 50-е годы довольно значительным функционером в Союзе писателей. Владимир Чевелихин рано начал печататься, его приняли в Союз писателей. Книги не только издавали, но и награждали премиями. Последнюю, государственную премию СССР, Чевелихин получил за вторую часть романа «Память». Конец примечания. Эта книга не поддается пересказу. Жанровые рамки романа-эссе объединили автобиографическую прозу, литературоведческие изыскания об авторстве слова о полку Игореве, публицистику и несколько исторических исследований, весьма профессиональных, со ссылками на источники, с разбором историографии вопроса. Поражает их размах. От судьбы малоизвестных декабристов до древнейшей истории славян.
Сам Чевелихин называл композиционным центром книги героическую оборону Козельска, маленькой деревянной крепости, которая на 7 недель задержала войска Батыя и Субудай-Богатура. История монгольского похода на Русь и борьба русских людей против татаро-монгольского ига занимает добрую половину второй части романа. Чевелихин скромно не называет себя историком, но признается, что предпочитает изучать прошлое Руси не по сочинениям Карамзина, Ключевского, Соловьева, Насонова, хотя историографию знал прекрасно, а непосредственно по русским летописям. Судя по этой книге, Чевелихин стал очень хорошим знатоком русского летописания. По крайней мере, если сравнить его с доктором исторических наук, главным героем нашей книги. Чевелихин – исследователь добросовестный, даже дотошный, внимательно изучил сочинения Гумилева. В пассионарной теории этногенеза, правда, он совершенно не разобрался, да она Чевелихина и не заинтересовала. Другое дело — кавалерийский рейд Батыя и русско-татарский симбиоз. Вот Чевелихин цитирует Гумилева. «Две кампании, выигранные монголами в 1237, 1238 и 1240 годах, ненамного уменьшили русский военный потенциал. Например, в Великой Руси пострадали города Рязань, Владимир и маленькие Суздаль, Торжок и Козельск». Две короткие фразы, но сколько в них пренебрежения очевидными данными истории, сколько сознательно передернутых фактов, сколько оскорбительного для наших предков, а значит и для нас, негодует Чевелихин. «Что бы вы подумали, дорогой читатель, — продолжает автор памяти, — если бы вдруг узнали, что в 2700 году, то есть также через 700 с лишним лет после событий, некий ученый напечатает на нашей с вами родине книгу, в которой сделает следующее сенсационное открытие. За несколько кампаний, выигранных в кавычках немецкими фашистами в 1941-42 годах, пострадали города Минск, Сталинград и маленькие Торжок, Жиздра и Козельск». Такое сравнение при всей его полемичности хорошо иллюстрирует методику Льва Гумилева. Ведь почти во всех русских городах Орда полностью уничтожала жилища и население, включая, как сообщается в летописях, младенцев, сосущих млеко.